и 186 человек, граждан, которые являются лицами ограниченными возможностями, в том числе дети. Также пожилые граждане, одинокие, более 1000 человек, которые проживают. Мы на сегодня оказываем помощь в виде продуктов. Если взять сегодняшнюю статистику, то на сегодня одиноким пожилым гражданам оказано 1159 гражданам, лицам ограниченной возможности 2014, семьям трудной жизненной ситуации 2345. Но все эти граждане, многие получают пенсии, также социальные выплаты. Но на сегодня проблема острая стоит в том, что есть граждане, которые работали до этого, были налогоплательщиками, каждый день жили на свой заработок, но сегодня из-за сложившейся ситуации они остались без работы. Эти граждане тоже могут к нам обращаться за помощью, за продуктовыми наборами, за другими помощями. Также министерство оказывает психологическую помощь. Также в данный момент, так как карантин, в семьях очень много происходит насилия в отношении детей, женщин. Поэтому по всем этим вопросам министерство будет работать. У нас работает телефон доверия 111, оказывает психологическую помощь. Также вот на сегодняшнего дня начал работать телефон 1227, где мы принимаем заявки. И надо сказать, что тем гражданам, которые неравнодушны, хотят помочь нашим подопечным, да, оказанию помощи. Уже телефонные номера уже озвучены. Если по ходу будут вопросы, то мы бы хотели сказать. Но еще нужно отметить, что премьер-министром Кыргызской республики выделено 5000 тонн муки. Это разнарядка по районам, это, согласно распоряжению уже доставляется сейчас Министерством чрезвычайных ситуаций по регионам и уже выдается. Вот на сегодня, например, Бишкек уже в 4 района выделил 2000 мешков муки. Также нужно отметить, что с учетом того, что рядом с Бишкеком есть нелегальные новостройки, где люди живут на свалке, новостройках, которые не имеют статуса, в саркофагах живут, на скотомогильниках живут. Эти граждане тоже не должны оставаться без внимания. Там самая острая проблема стоит. Поэтому мы на сегодня уже собрали их списки. Списки семей составили более 1149 семей. Хотя мы знаем, что в 8 таких нелегальных новостройках уже 5094 дворов есть уже. Поэтому вот эта цифра будет расти, и мы должны оказывать и помогать не только продуктовыми наборами, и еще социальную другую помощь, как психологическую.